Режиссер и сценарист проекта Радик Эшимов. Участницы уже поставили вызов перед собой, разные девушки, но они в итоге все очень похожи друг на друга. Так, я заряженная такая. Страшно. Все хорошо, просто немного волнуюсь. По-моему, ни одна из участниц не отправляла, что хочет заработать $1 миллион. Это интересно, на самом деле. Из-за того, что пандемия, из-за того, что карантин, мы хотим из этого просто постараться хотя бы извлечь только плюсы. Всем привет! Проект Азия Плюс онлайн продолжается, и сегодня, друзья, я расскажу вам о том, что совсем недавно в Инстаграме был запущен новый проект. Это скрин-реалити-шоу для девушек из Центральной Азии. 4 девушки из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана будут становиться лучшей версией самой себя, и все это будет происходить на наших с вами глазах. Лучшая я. Это первый центральноазиатский проект. Проект на расстоянии. Проект онлайн. Проект, в котором через челленджи и задания участницы будут достигать своих целей в условиях карантина. Мы искали участниц из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. И через видеокастинг выбрали 4 девушек, которым за 2 месяца придется пройти все испытания, поставить перед собой вызов и достичь своей цели. Проект называется «Лучшая я». Участницы уже отобраны. 12 июля был выпущен первый выпуск, извините за тавтологию. Ну а для чего нужен этот проект и для кого, узнаем прямо сейчас, потому что с нами на связи из Бишкека режиссер и сценарист проекта Радик Эшимов. Здравствуйте, здравствуйте. И сразу по поводу запуска. Насколько я поняла, я прошерстила ленту в Инстаграме этого проекта. Страничка называется Bettamy Show. Самый первый пост был опубликован 16 мая. То есть это прям вот разгар пандемии в странах Центральной Азии, когда кто-то на самоизоляции, кто-то на карантине. У всех страх, паника, финансовый кризис, и в этот сложный период вы находите в себе силы и какой-то творческий энтузиазм и приступаете к реализации такого проекта. Можете сказать, это все-таки вас эта ситуация подстегнула к такому дистанционному формату или изначально такая идея существовала? Наверное, все вместе, потому что для меня проект... когда вот так вот нужно все делать на расстоянии, все с помощью вот таких вот Zoom-конференций в первый раз, потому что я привык, что я выхожу на площадку с огромной командой, мы там снимаем все на камеры, у нас работают техники, у нас актеры стоят, у нас там помощники, и вот я привык к такой работе, и когда началась вся эта... Когда начался карантин, у нас вся работа затормозилась, и мы подумали о том, что нам нужно что-то делать, потому что мы творческие люди, нам нужно все равно продолжать работать. И пришла вот такая вот идея сделать скрин-реалити-шоу. Вот, наверное, идея появилась еще в начале весны, мы его реализовывали в голове, представляли, как это будет выглядеть, и потом вот где-то в мае начали уже стартовать, искать девушек, объявлять о кастинге. Кастинг проходил почти, больше месяца, наверное, мы искали девушек. И вот первый выпуск вышел. По поводу кастинга, как много заявок было получено и кто занимался отбором конкурсанток? У нас было очень много, я вот не помню точное количество. Заявок было очень много, но отправили видео где-то 300 девушек, наверное, потому что на первом этапе кастинга мы отобрали очень много девушек, и второй этап нужно было отправить видео, рассказать о себе, и в этот момент многие, наверное, уже слились, потому что кто-то стесняется, кто-то не отправил, кто-то не докинул, и вот мы смотрели, у нас были несколько этапов кастинга и несколько этапов людей, которые выбирали это, потому что мы очень хотели, чтобы мы выбрали очень разных девушек, разным бэкграундом и так далее. И для этого нам понадобилось человек 10-15 для, так сказать, члены жюри, которые нас выбирали. Среди них были наши продюсеры, авторы, независимые члены, которые присоединялись к нам, которые нам помогали. Вот. Ну и вот так вот мы выбрали 4.
Радик, а основные критерии отбора, каковы они были? Мы очень хотели сделать 4 направления для челленджей. Это IT-технологии, английский язык, спорт, ну и какой-то творческий этап. По творческим этапам мы подумали, что самое лучшее – это публичное выступление. И по таким критериям мы выбирали девушек. То есть мы, когда говорили отправить нам видео, мы говорили девушкам, самые главные 3 пункта – это рассказать о себе, о своей мечте и что бы вы хотели в себе поменять, что бы вы хотели сделать, чего вы хотели бы добиться. И девушки, которые нам говорили о том, что хотят выучить английский, мы сразу думали: о, классно, вот этап мы выбираем пока вот этих. Были девушки, которые хотели сделать бизнес, мы думали, как мы это будем реализовывать, как мы будем помогать. И вот по каким-то таким критериям, которые мы изначально поставили, вот 4 таких критерия, мы по ним и выбирали девушек. Мы по ним отбирали так, чтобы чтобы мы могли тоже им помочь, чтобы в конце мы получили нужный результат. То есть, если бы я отправила заявку и сказала, что у меня цель заработать $1 миллион, я бы, скорее всего, не попала на ваш проект. Возможно, бы попали, потому что мы бы подумали: о, это классно. По-моему, ни одна из участниц не отправляла, что хочет заработать $1 миллион. Это интересно, на самом деле. Не все такие как к этому прийти? амбициозные. А вот смотрите, было наверняка, допустим, 2 девушки из одной страны, которые, в принципе, были схожи по интересам. Как вот все-таки в пользу кого жюри выступало, когда было сложно выбрать? Наверное, тут уже больше было по количеству баллов. У нас, наверное, был свой какой-то подсчет. Нужно было, чтобы участницы были действительно разные, чтобы они были с разных сфер и так далее. То есть, если мы уже выбрали девушку, которая занимается в обычной жизни, занимается спортом, но хочет выучить английский язык, то мы уже потом думали, вот у нас есть другая девушка, которая, например, не занимается спортом, давайте их объединим, потому что нам нужно будет, чтобы они были очень разные, не похожи друг на друга, и в этом весь, наверное, этот момент, что разные девушки, но они в итоге все очень похожи друг на друга. Так я заряженная такая. Всё. Страшно. Все хорошо, просто немного волнуюсь. Которые должны стать лучше. Мне сегодня все равно. Если нет, то, к сожалению, вам придется танцевать перед публикой. I'm горы. Ага. Мы распишем с вами план тренировок. Просто мне страшно. Я себя чувствую очень глупой. Челлендж-шоу «Лучшая я». Во что я вляпалась, я не знаю. Мне это бесит. А что в итоге с этими девушками будет происходить на протяжении этого шоу? То есть в чем основной месседж? Основной месседж – поставить перед собой вызов. Участницы уже поставили вызов перед собой. То есть это, наверное, это необычные соревнования, когда соревнуются с друг другом. Тут, наверное, соревнования с самим собой. Вот. И каждый выпуск участницы будут с помощью челленджей, с помощью своих наставников, с помощью менторов будут идти к своему конечному результату, к своему финишу. В течение 2 месяцев это все будет происходить, и зрители будут видеть это все онлайн. То есть, получается, для каждой девушки прописывается своя программа испытаний? Да, например, если девушка должна пробежать 21 километр, полумарафон, то мы ей даем ментора, то есть наставника, который будет ей помогать. Это диета, это какие-то тренировки, и весь, наверное, момент этого шоу в том, что ментор будет помогать вот так вот, через Zoom, через онлайн, видеозвонки и так далее. Например, ментор по спорту у нас вообще в Казахстане. Участница, которая должна пробежать полумарафон, находится в Узбекистане. И вот они будут друг с другом разговаривать, будут работать вот так вот онлайн. А каким образом выбирали менторов? Менторов мы выбирали так, чтобы было удобно
работать с самим участницам, потому что, наверное, тут мы смотрели на опыт. Для нас было очень важно, чтобы ментор был профессиональным, чтобы ментор мог вот так вот передавать свой опыт. Ну, как я уже сказал, через телефон, через гаджеты это очень тяжело. Поэтому мы перед тем, как выбрать ментора, вот так вот разговаривали, как мы сейчас с вами. Мы вели беседы, часами общались и приходили к выводу, что вот это тот самый ментор, который нам нужен. Радик, еще один вопрос. Шоу «Лучшая я». Почему именно девушки? Почему не шоу для мужчин? Возможно, я, наверное, скажу свое мнение. Мне кажется, тут, наверное, продюсеры и другие авторы бы ответили бы по-другому, но мне лично кажется, что сейчас на данный момент не хватает именно шоу, где участвовали бы только девушки. Потому что нам важно мотивировать девушек. И мне кажется, на данный момент у нас в Центральной Азии, мне кажется, есть какой-то такой менталитет, где девушки почему-то, я не знаю, может, я неправильно скажу, мне кажется, девушки, возможно, больше стесняются, чем мужчины, возможно, девушки больше не уверены в себе, чем мужчины. И нам очень важно, чтобы зрители, которые увидят выпуск, зрительницы подумали, вот, если эта участница смогла, то и я смогу. Вот. То есть, получается, цель у участниц добиться того, о чем они говорили в самом начале, ну а что получает зритель, они просто вдохновляются чужим примером. Да, мне кажется, да. Отлично. И если я все правильно поняла, то девушки между собой вообще не соревнуются, то есть какой-то призовой фонд, он в итоге отсутствует. Да, тут нету обычного нерва, как в других реалити-шоу, когда участницы соревнуются с друг другом, хотят победить друг друга. Тут самый главный нерв, наверное, заключается в том, чтобы победить самого себя. И в этом и уникальность этого шоу. Мне кажется, это отличная идея. Да, ну, очень много шоу, где люди соревнуются с друг другом, но практически, ну, я, по крайней мере, не видел таких аналогов, чтобы участники шоу боролись с самим собой, чтобы главная мотивация — это сделать то, что хочу я, и вот так, мне кажется, должна двигаться участница, и так они и двигаются, и у нас пока все очень хорошо получается. Вот если не ошибаюсь, дедушка Фрейд говорил, что единственный человек, с кем стоит себя сравнивать, это с собой в прошлом, и единственный человек, лучше которого надо быть, это ты в настоящем. Получается, вот такая же философия и у вас. Отлично. Мне кажется, мы... Я об этом не думал, но вы очень классно сказали, и спасибо вам. За идею. Вот сейчас из-за того, что пандемия, из-за того, что карантин, все люди, мне кажется, начали по-другому мыслить, по-другому думать, и мы хотим из этого просто постараться хотя бы извлечь только плюсы, и если мы смотивируем хотя бы человек 10-15 после этого шоу, то значит мы уже достигли своей цели, своего результата. А если все 4 участницы внутри шоу достигнут своих целей, то это вообще будет победа. Вот. Нам это самое важное. Отлично. Ну и, наконец, давайте, Радик, скажем, где проходит это шоу, где можно посмотреть выпуски с нашими участницами. Все происходит в Инстаграме, на страничке Better Me Show. И скоро, наверное, мы будем заливать этот на YouTube, чтобы было удобнее. Вот. Но, в принципе, мы заметили, что в Инстаграме, в IGTV очень удобно просматривать, поэтому все для того, чтобы зрителям было удобно быстренько найти, быстренько посмотреть между делом. Вот. Поэтому все пока вот все в интернете. Ну, в данном случае это самый удобный формат, дистанционный. Да, согласен. Ну что ж, Радик, спасибо вам большое за эту идею, за этот проект. Желаю вам успешной его реализации. Спасибо большое. Ну а всем зрителям желаю вдохновляться примером участниц. У меня нет никакого предвзятого отношения, я просто болею за девушку из Таджикистана, так получилось.
На самом деле понятно, что житель каждой страны наверняка будет болеть за ту героиню, которая представляет его республику, но в любом случае здесь нет проигравших, нет победивших. Самое главное — преодолеть себя, и этого мы вам тоже желаем. Услышимся с вами уже в следующих выпусках проекта Азия Плюс онлайн или услышимся на волне радио Азия Плюс.